Более 3,5 миллиардов рублей получит Жатайская судоверфь на модернизацию и развитие мощностей. Это следует из материалов к проекту федерального бюджета страны на следующий год и плановый период до 2022 года, который правительство страны внесло в Госдуму. Деньги выделяются якутскому предприятию «Жатайская судоверфь» в виде взноса России в уставный капитал компании. Сейчас на месте строительства судоверфи находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юра, здравствуй, тебе слово. Да, Кристина, здравствуй. Сегодня средний возраст судов, курсирующих в Ленском бассейне, составляет около 38 лет. То есть можно сказать, что они практически изжили свой ресурс. Для омоложения и создания нового современного флота и создается это судоверфь, чтобы они занимались грузоперевозками в Ленском бассейне и в арктической зоне России. Сейчас рядом со мной находится директор Жатайской судоверфи Вадим Павлович. Давайте спросим у него подробности строительства этого объекта. Вадим Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом объекте. Мы действительно начали строительство верфи в апреле этого года. Сейчас федеральное финансирование, республиканское и заемное, то есть три вещи у нас идут. 5 миллиардов 750 миллионов. Республиканское финансирование полностью уже получено. На эти деньги непосредственно ведутся работы по выемке котлована и устройству термостабилизации грунтов. Федеральное финансирование, трехсторонний договор между Минпромторгом России, Росимуществом, АО «Жатайская судоверфь» уже полностью согласован. Мы были первые в России, кто его согласовывал в электронном бюджете. Благодаря помощи Министерства Республики, Управлению Федерального казначейства республиканского, мы это сделали в очень оперативном порядке. И на следующей неделе есть уверенность, что этот договор будет подписан. То есть федеральное финансирование получится. В связи с этим будет выбран подрядчик на общестроительные работы, как в предыдущих комментариях я и говорил. То есть под Новый год у нас будет уже генподрядчик на общестроительные работы. То есть судоверфь под крышей будет полностью 6 пролетов, 25 тысяч квадратных метров. 5-й и 6-й пролет будет позволить одномоментно 2 корабля делать под крышей все полностью мероприятия. В 2021 году мы в конце 4-го квартала должны закончить стройку и заложить первую головную секцию на корабль. Основным заказчиком сейчас ведутся работы по, скажем так, определению всех заказчиков. То есть это будет ПАО «Лорд», ЛГБУ, Колымская судоходная компания. Определяется именно уже портфель заказов для того, чтобы спрогнозировать объем финансирования и привлекаемых людей. На верфь под, скажем, патронатом Айсена Сергеевича сейчас полностью определено 660 человек, и вся программа утверждена с министерствами подведомственными, что будет привлекаться, кто будет учиться отдельно и в России, и за границей. Также ведутся работы по строительству, скажем, ведется вся работа, уже выделен участок по строительству многоквартирного дома и общежития на 200 мест. В 2021 году заложено должно быть первое судно, и в процессе до 2025 мы должны выйти на 10 судов в год. Также у нас с 2021 года должен уже функционировать утилизационный участок, который позволит владельцам Ленского бассейна претендовать на судовой грант. Сейчас эти все вопросы были вынесены уже на руководство Российской Федерации. И работы, которые были выполнены, и то, что сейчас можете сравнить, смотреть, у вас все видно, вопросов нет, наверное, так. Спасибо большое, Вадим Павлович. Кристина, основное здание будет построено вот здесь. Здесь будет стоять здание общей площадью около 25 тысяч квадратных метров. Как уже было сказано, там будут производиться корпуса, то есть оттуда будут выходить уже практически готовые суда. И хотелось бы
добавить слова главы Якутии Айсена Николаева. Он выразил уверенность в том, что создание судоверфи является спасением для судоходства республики. Также он отметил, что строительство Жатайской судоверфи вдохнет новую жизнь и даст возможность развития нашего речного флота. Ну а в 2022 году уже планируется запуск первого судна, созданного на базе Жатайской судоверфи. Кристина, на этом у меня вся информация. Юрий, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Юрий Осипов.